Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшейбшара. Президент Абхазии Аслан Джаня проинспектировал пункты пропуска на абхазо-российской границе. С абхазской стороны в инспекции участвовали председатель Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба и заместитель председателя СКБ Абхазии, начальник погранотряда Рустам Латипов. Российскую сторону представляли начальник погрануправления по Краснодарскому краю Сергей Махорин, исполняющий обязанности начальника управления таможенной службы по Краснодарскому краю Вячеслав Китайский, официальный представитель таможенной службы России в Абхазии Константин Козлов. Главе государства доложили о пропускной способности на государственной границе. Эти вопросы обсуждались в ходе рабочей поездки президента в Российскую Федерацию с 9 по 19 декабря. Так, в результате принятых мер максимальное время досмотра одной большегрузной машины составляет не более 4 часов. Всего на данный момент в Россию вывезено порядка 35 тысяч тонн цитрусовых. В целом, по данным ГТК, урожай цитрусовых нынешнего года в 3,5 раза превысил аналогичный период 2019 года. Пик ожидается в преддверии Нового года. Президенту также показали старый пешеходный мост, который в соответствии с достигнутыми в Москве договоренностями должен быть реконструирован. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с СОБР МВД выявили нелегально действующие майнинг-фермы в Углу-Липском и Очимчирском районах, в поселках Бзыбицы-Андрипш, а также в городе Пицунда. Подробности в репортаже пресс-службы МВД. Работа по выявлению и отключению майнинговых ферм в республике продолжается. В ходе рейдовых мероприятий за прошедшую неделю обесточено и пломбировано 3783 устройства для добычи криптовалют, закрыты 12 криптоферм. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со специальным отрядом быстрого реагирования МВД нелегально действующую майнинг-ферму выявили в селе Багмаран Гулы-Рыбского района. В удалении от жилого сектора размещался с виду заброшенный объект. Его функционирование можно было определить лишь по специфическому шуму работающих устройств и лаю сторожевых собак. Охранники предприятия под различными предлогами пытались не запустить на территорию частной собственности проверяющих, тем самым препятствуя законным требованиям сотрудников милиции. За внушительным бетонным ограждением на территории объекта был установлен мощный трансформатор, а в специально оборудованном стеллажами строении сотрудниками МВД обнаружено 420 устройств для извлечения криптовалют. Все устройства отключены от энергосети, источники электропитания соответствующим образом опломбированы. По данному факту составлен акт проверки в отношении владельца так называемого предприятия, оформлена подписка о неподключении устройств для майнинга криптовалют. В ходе рейдовых мероприятий в Очимчирском районе сотрудниками МВД обнаружены 2 криптофермы, расположенные в нежилых домах в частном секторе. Предприимчивые владельцы также оборудовали свои фермы отдельными трансформаторами, нелегально подключившись к энергосети. Соответственно, 60 и 150 действующих устройств по извлечению криптовалют обесточены в этом секторе. Крупная ферма для майнинга закрыта в Очимчире, 9 район. Некапитальное строение владельцы криптофермы расположили в непосредственной близости с действующей районной подстанции. На огороженной территории, обустроенной видеонаблюдением и охраной, были размещены перевозные контейнеры, оборудованные специальной системой вентиляции. Подачу электроэнергии обеспечивали 3 мощных трансформатора. В ходе проверки обнаружили кабели, расположенные по земле от трансформаторных подстанций к контейнерам, в которых размещались устройства для майнинга криптовалют. В общей сложности сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с СОБР МВД на данном объекте обнаружено 1538 устройств по добыче криптовалют, которые отключены, а компоненты энергосети опечатаны. Деятельность 7 криптоферм остановлена в ходе рейдовых мероприятий по Гагарскому району. В частности, при осмотре объектов на отведенных территориях 2 частных предприятий по обработке щебня сотрудниками МВД обнаружены установки для извлечения криптовалют, расположенные в отдельном строении и перевозных контейнерах. В общей сложности на данных объектах обесточено и опломбировано 590 устройств. 3 криптофермы выявлены и закрыты в поселке Бзыб и на Рицинском направлении. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции опломбированы энергоносители, обеспечивающие работу 566 устройств по добыче криптовалют. В поселке Цандрипш опечатана нелегально действующая майнинг-ферма на 180 устройств.
В том же поселке в ходе рейдовых мероприятий на заброшенной территории обнаружены контейнеры с майнинг-устройствами, запитанные от нелегально подключенного к высоковольтной линии трансформатора. Сотрудниками милиции общественной безопасности и Цандрипского отдела милиции УВД по Гагарскому району данный объект обесточен. В городе Пицунда на территории государственного предприятия Пицунского хлебозавода госкомпании «Абхазхлеб» сотрудниками МВД обнаружена нелегально действующая майнинг-ферма на 319 устройств. Устройства для добычи криптовалют были размещены в неиспользуемом по прямому назначению деятельности предприятия помещении на ведомственной территории. Комнаты одного этажа служебного здания оборудованы стойками для размещения устройств и дополнительным вентиляционным оборудованием. Сектор электрообеспечения криптофермы сотрудниками МВД был отключен от общего энергоснабжения хлебозавода, опечатан. По данному факту составлены соответствующие акты. Министерство внутренних дел продолжает мониторинг деятельности объектов по добыче криптовалют, а также осуществляет контроль за адресами, которые уже отключены от энергосети. 22 декабря во многих странах постсоветского пространства отмечается День энергетика, праздник всех тех, кто когда-либо был причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем. Работников энергетической отрасли Абхазии с праздником поздравил президент Аслан Джани. В поздравлении главы государства отмечается высокий профессионализм энергетиков, осознание значимости их работы, благодаря чему удается сохранять одну из важнейших отраслей отечественной экономики. Аслан Джани выразил работникам энергетической отрасли благодарность за их труд, за то, что, не зная отдыха, они делают все возможное и невозможное, чтобы в домах граждан республики были свет и тепло. Указом Аслана Бжани 5 энергетикам республики присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Абхазия». С присвоением звания и профессиональным праздником сотрудников РУП «Черноморэнерго» от имени руководства Абхазии поздравила вице-премьер-министр экономики Кристина Озган. Ваше профессиональное отношение к работе, компетентность и ответственность позволяет нам с вами вместе сегодня преодолевать такие трудности, с которыми столкнулась отрасль в целом. Отдельно хочу выделить ветеранов отрасли, сказать, что мы гордимся вами. Ваша мудрость и опыт, безусловно, бесценны для молодого поколения, которое сегодня вступает в свою профессиональную деятельность. От всей души хочу сегодня пожелать вам успехов, надежной и стабильной работы. Сегодня президент Республики Абхазия подписал указ, и у меня ответственная миссия его зачитать. Указ президента Республики Абхазия о присвоении почетного звания «Заслуженный энергетик Республики Абхазия» за вклад в развитие энергетической отрасли Абхазии, многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм присвоить почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Абхазия» Гамге Павлу Рафетовичу, Джаджая Гураму Амирановичу, Джопу Аноне Петровне, Зантария Резу Платоновичу, Каспаряну Григорию Арсеновичу, Каца Тимуру Леварсановичу, Кварча Руслану Цыбовичу, Лабия Игорю Ивановичу, Хаджикяну Арутюну Андрониковичу. Государственный комитет по репатриации уже много лет тесно взаимодействует с абхазской диаспорой. В период пандемии коронавируса диаспора не раз оказывала помощь Абхазии. Эсма Гуланзе продолжит тему. В этом году из-за пандемии коронавируса деятельность комитета по репатриации была ограничена. Тем не менее, работа по укреплению и расширению контактов с зарубежной абхазской диаспорой продолжалась. Были проведены онлайн-встречи с Федерацией абхазских культурных центров, которая находится в Турции, также с консорциумом черкесов в Ливане. Также мы проводили встречи с Федерацией кавказских культурных центров. Также хочется отметить, что была проведена встреча, направленная на благотворительность совместно с благотворительным фондом «Киараз». В период пандемии зарубежная абхазская диаспора оказывает родине посильную помощь. Из разных концов земли в Абхазию доставляют гуманитарный груз. Это медоборудование и расходные материалы, необходимые для лечения коронавирусных больных. В конце декабря планируется прибытие еще одной партии гуманитарного груза. Федерация абхазских культурных центров оказала посильную помощь на сумму более 300 тысяч долларов. В Абхазии создан фонд Айтгалара Ацха. Посредством данного фонда была организована
миссия по сбору денег. Как бы первым откликнулась Федерация Кавказских культурных центров. Также они направили первую партию в Абхазию. Это медицинские маски, аппараты искусственной вентиляции легких, респираторы, перчатки, вся необходимое медицинское оборудование для абхазских больниц, которые были переквалифицированы под ковид. Также хочется отметить, что некоторые наши соотечественники, которые, например, в тех странах, где не расположены организации и союзы наших диаспор, они все равно сами помогают. Государственный комитет по репатриации планирует и дальше укреплять и развивать сотрудничество с зарубежной абхазской диаспорой в различных сферах. Эсма Голанзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик направила предписание главам администрации районов, в котором призвала их обеспечить строгое исполнение распоряжения президента о мерах по защите здоровья населения от коронавирусной инфекции. Людмила Скорик обратила внимание на ряд пунктов данного распоряжения, которые в преддверии празднования Нового года необходимо выполнять в полном объеме. В первую очередь нужно организовать внеплановые проверки объектов общественного питания и детского досуга, так как в некоторых из них уже нет мест, все забронировано к Новому году. По мнению главного государственного санитарного врача Абхазии, руководителей объектов необходимо оповестить в письменном виде об административной ответственности за нарушение президентского распоряжения. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чехов выразил благодарность организациям российских соотечественников в Абхазии за вклад в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, которые в рамках движения «Мы вместе» совместно оказывали адресную помощь социально незащищенным слоям населения, многодетным семьям, нуждающимся ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, а также Минздраву и российским соотечественникам, проживающим в республике. Между Академией наук Абхазии и Северокавказским федеральным университетом подписаны соглашения о сотрудничестве, которые предполагают совместную научную работу по нескольким направлениям. Так, в рамках соглашений будут созданы 2 лаборатории по юридическому и экономическому направлениям. Также предусмотрена работа с тематикой цифровой экономики и искусственного интеллекта. За этим соглашением последует работа, последует проект, я в этом уверен. Еще 2 соглашения – это соглашение о 2 лабораториях. Одна лаборатория связана с юриспруденцией, вторая лаборатория связана с экономикой. Лаборатория, которая связана с юриспруденцией, она будет, я надеюсь, что активно будет заниматься вопросами конституционной законности в Республике Абхазия и в Российской Федерации. Проблем есть, проблем хватает и там, и там. Мы, как представители науки и как представители практики, можем предложить решение ряд проблем. Проблемы существуют всегда. Второе соглашение касается работы с тематикой цифровой экономики и искусственного интеллекта. Это очень важное сейчас направление для всего мира. Отставать мы не можем. Наши партнеры там только и ждут, когда мы отстанем. Им это было бы очень интересно. Будем работать во всех направлениях, будем изучать, писать, доказывать, добиваться. И думаю, что все должно получиться. В конечном счете все определяют люди, а не бумаги. В Министерстве просвещения и языковой политики подведены итоги экзаменов по абхазскому языку для лиц, претендующих на получение гражданства Республики Абхазия. Как известно, одним из условий получения гражданства Абхазии является знание абхазского языка и Конституции. Из 80 претендентов экзамен сдали 10 человек. Наша программа состояла из тестов. Там было около 20 вопросов на абхазском языке. То есть там давали 3 варианта, а человек выбирал один из правильных вариантов. Это одно задание. Также там была проверка письменности. Мы этим хотели проверить, насколько он
знаком с нашими текстами, с нашими буквами и так далее. Еще у нас был диалог. Я считаю, что мы на этот раз немножко усложнили, потому что раньше не было ни диалога, а также и письменной формы тоже. 10 человек, которые пришли на экзамен, они справились. Но я хочу сказать, что те, которые не прошли экзамен, для них будут специально курсы. Курсы у нас начинаются после 5-го. В каждом районе эти курсы будут. 21 декабря с утра в Сухуми начался завершающий этап прокладки коммуникационных сетей. В связи с этим подача воды была прекращена на сутки, но ремонтники не уложились в эти сроки. Почему, выясняли наши корреспонденты. Репортаж Эзина Ханагуа. В понедельник в столице проводились работы по прокладке коммуникационных сетей. Масштабные работы по подключению новых водопроводных труб к магистральным сетям проводились на улицах Гуля, Джонуа и Абазинская. Весь объем ремонтных работ было решено провести в один день, чтобы горожане не испытывали неудобств с отключением воды и ограничениями движения общественного и личного транспорта. Однако в установленный срок подача питьевой воды не была восстановлена. Работы продолжались и во вторник. Причин несколько. Несмотря на то, что воду отключили в городе в воскресенье, там в 10 вечера, вчера в обед даже в системе вода, давление не спадало, что затрудняло работу подрядной организации. Это первая причина. Вторая – это погодные условия. Вчера, как вы помните, был ливень, дождь, который не давал работать на оборудовании, которое делает врезки, паять трубы. То есть в такую погоду невозможно это делать. Мы прогнозировали, там в четверг смотрели прогнозы, там и Сметью, и другие приложения. Почему-то так получилось, что эти прогнозы оказались неточными, и погода нас подвела. И еще одна причина, по которой работы задерживаются, это то, что у нас нет схем расположения коммуникаций старых в городе, и на каждом перекрестке какие-то непредвиденные работы появляются, плюс коммуникации, в которые мы должны врезаться, они тоже старые, и они прям разваливаются на глазах. Приходится дополнительные работы какие-то проводить. Несмотря на непрекращающийся дождь, всю ночь и до 7 утра вместе с подрядной организацией «Астория Аквасервис» работали коммунальные службы города, а также сотрудники столичного водоканала. Для единовременного подключения на 27 участках были сформированы 11 бригад, которые работали автономно друг от друга. Были задействованы около 70 человек и почти 30 единиц специальной техники. К сожалению, вода в системе не дала нам возможность завершить то, что мы планировали. Она где-то до 3 часов ночи мешала нам работать. Но вот мы сделали практически 17 врезок из 27. Вот все на улице Гуля. И вот ключевые перекрестки, вот на котором мы сейчас с вами, Воронова, Генерала Двар и Сахарова. Мы сегодня их, я надеюсь, если каких-то эксцессов не произойдет, мы их сегодня ближе к вечеру завершим все строительные работы. Работают ребята на износ, не жалея себя. На сегодняшний день фирма «Астория Аквасервис» – единственное предприятие, обладающее необходимой техникой для проведения подобных работ. По словам руководителя УКС Тимура Агарба, прежде чем подписать контракт с данной коммерческой организацией, работы были предложены Сухумскому водоканалу. Изучив сметную документацию, объемы работ и стоимость, водоканал города Сухум отказался в связи с тем, что водоканал является еще и аварийной службой. У них очень много непредвиденных работ в городе возникает ежедневно, поэтому, наверное, они не хотели рисковать одновременно выполнять такие работы и быть аварийной службой, наверное, сложно, и поэтому было принято решение подключить к этим работам коммерческую организацию. На 20 перекрестках столичных улиц Гуля, Джонуа, Тыбар, Воронова, Лакоба, Кугоня, Басария, Базинская, Арзенба из запланированных 27 врезок за сутки удалось подключить 16 на 9 перекрестках. На улице Джонуа и Абазинская неподключенными остаются еще 11 перекрестков. Соответствующие работы будут произведены уже в январе. Сегодня подключение труб проводится лишь на улице Гуля. Учитывая сложность работ, мы встали на самой проблемной, самой сложной улице. Это улица Гуля, потому что ее пересекает большое количество
перпендикулярно улиц. И, соответственно, все эти вот пересечения, они для того, чтобы их подсоединить, нужно вскрывать именно самые сложные узлы. А ввиду того, что наши сети, они уже и так совсем старые, все крестовины, они в основном полусгнившие, то есть мы планировали за сутки провести эту работу на улице Гулия, но ввиду того, что на самом деле столкнулись с непредвиденными обстоятельствами, связанными именно с гнилыми трубами, которые просто от любого копания начинают просто рваться как бумага, приходилось заменять достаточно обширные участки. На улице Джона и улице Абазинскую мы решили, чтобы не столкнуться с такой же ситуацией сложной, перенести ее уже после праздников. Эти работы будут проведены, спланированы после Нового года, учитывая, что мы уже знаем, с чем можем столкнуться, мы уже подойдем к этому вопросу несколько иначе. Будем делать поэтапно, то есть сначала пройдем одну улицу, затем следующую и, соответственно, будем заниматься уже врезками всех потребителей к новой трубе. Все работы планируется завершить в течение дня. Шазина Ханагу, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Министерстве сельского хозяйства обсудили условия вылова рыбы в осенне-зимнюю путину 2020-2021 годов. Согласно принятому Кабинетом министров постановлению, рекомендуемые в этом году квоты составляют 42 тысячи тонн. В этот период запрещен экспорт промысловой рыбы, как свежей, так и мороженой, за исключением экспорта мороженой рыбы российских рыбодобывающих предприятий. В рамках совещания также было отмечено, что нужно создать соответствующие условия, чтобы люди могли приобретать свежую рыбу на местном рынке. Вышло постановление о путине 2020-2021 года. И поэтому мы как-то собрались обговорить какие-то детали, параметры. В принципе, это все то, что было каждый год, есть. Это вы свое дело знаете, заводы, производители. Немножко так отступая, в этих поездках, что мы были в Москве, я имел встречу с Росрыболовством. Это Шестаков Илья Васильевич, который именно, в принципе, занимается. Я даже на удивление свое понял, что они интересуются той путиной, которая у нас происходит. Это связано с той работой, которую проводит здесь совместная наша комиссия, Азово-Черноморская комиссия, которая рекомендует нам отдельные квоты. Мы чего-то придерживаемся. У нас есть соглашение как и во всех отраслях, так и в рыбной отрасли. Поэтому мы обязаны, мы придерживаемся, если принимаем какие-то решения, согласуем с нашими коллегами из России. Поэтому на встрече очень интересно было им. И министр сельского хозяйства был удивлен, когда докладывал руководитель Росрыболовства о тех объемах, размерах, которые мы здесь бывает, и количество наших заводов-производителей, количество вообще рыбной отрасли, небольших наших рыбных хозяйств, которые имеются у нас на территории. И поэтому думаю, что какая-то польза у нас от того, что мы придерживаемся, мы согласуем с ними, у нас всегда есть и будет. Программа, это проект постановления права рыболовства находится в Кабинете министров. Буквально на днях выйдут утвержденные правила рыболовства, которые прошли экспертизу, и российская сторона посмотрела, и было на комиссии объявлено, что довольно солидный документ по сегодняшнему дню, он идентифицирован с российскими правилами. Но там тоже возникли вопросы, что я вам говорю, чтобы вы в курсе были. В правилах рыболовства в проекте было на всю путину задействовать 25 кораблей вместе с транспортниками. Вот такие жесткие условия были вставлены. Но мы отстояли 30 кораблей ловцов. На сегодняшний день принятое постановление по ОДУ. Я говорю по хамсе, потому что вы знаете, что основная наша путина, это хамсовая путина, предприятием, перерабатывающим хамсу, рыбий жир и рыбную муку, все предприятия по 2 судна ловца, 16 судов. И, 40 тысяч тонн между ними распределит. 2000 тонн – это российским рыбодобывающим предприятиям с использованием 4 судов. 16 плюс 4 – 20, и 10 судов – это предприятия индивидуальные предприниматели, осуществляющие лов для обеспечения внутреннего рынка.
Распоряжением Кабинета министров в Абхазии запрещены заготовка ели и пихты, а также ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы для проведения новогодних праздников в 2020 году. Контроль за исполнением распоряжения возложен на Государственное управление лесного хозяйства, Госкомитет по экологии и МВД. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению синоптиков, в среду в Абхазии ожидается облачная погода, дождь, переходящий в снег. В предгорьях и горах обильный снег. Температура воздуха ночью 0,5, днем 2,7 градусов. Температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.